Урок номер 5. Осень в Казахстане. Вы научитесь читать и понимать текст, отвечать на вопросы, определять значение незнакомых слов, высказывать оценочное суждение, составлять предложения по определенной теме, использовать в речи слова действия. Прочитайте заголовок рассказа. Предположите, о чем пойдет речь. Рассказ будет называться «Осень в Казахстане». Конечно, вы догадались, что речь пойдет об осени. Именно об осени в Казахстане. Упражнение 2. Прочитайте отрывок из рассказа. Подтвердились ли ваши предположения? Красивую сентябрьскую пору леса в северном Казахстане. В них играют краски всех цветов радуги. Первыми наряжаются в золото белоствольные березы. Трепещут багряные листья осин. Октябрь – пора листопада. Оранжевые, бурые, красные, желтые листья падают на землю. На юге Казахстана еще тепло, но перелетные птицы уже полетели на юг. В горах Тянь-Шаня слышится рев оленей. В ущельях гор появились снегири и щеглы. Ущелье Шаткал, Щегол, Пайсторгай – признаки осени, күздің белгілері. Какие краски увидел писатель в осеннем лесу? Найдите в тексте и прочитайте. Жазушы күзгі орманда қандай бояуларды, қандай түстерді көрді? Мәтіннен тауып алып оқып беріңдер дейді. Багряные листья, да? Оранжевые, бурые, красные, желтые листья. Вот такие цвета увидел писатель. Почему осень – это пора листопада? Потому что осенью деревья сбрасывают листья. Происходит такое явление, которое называется листопад. То есть листья опадают с деревьев. Найдите в толковом словарике значение слова «золото». Объясните, как вы понимаете выражение «березы наряжаются в золото». Золото – существительное среднего рода. Это химический элемент, благородный металл желтого цвета. Употребляется как мерило ценностей и драгоценных изделиях. Например, чистое золото. Второе значение – это монеты или изделия из этого металла. Например, уплатить золотом. И в выражении «березы наряжаются в золото» значит березы наряжаются в желтый наряд. То есть листья становятся желтыми, красными, багряными, как будто золотыми, да? Прочитайте выделенные в тексте слова, как они называются, на какие вопросы отвечают. Выделенные слова играют, наряжаются, трепещут, падают, полетели, слышатся, появились. Это слова действия, то есть глаголы, ецтектер. Здесь они отвечают на вопросы, что делают, что делали. Упражнение 3. Рассмотрите изображения птиц, которые зимуют в Казахстане. Каких птиц назвал писатель Максим Зверев, а каких нет? Щегол, Пайсторгай, Клёст, Кайшауыз, Снегирь, Суық-торғай, Синица, Шымшық. Писатель назвал в своем рассказе, упомянул снегиря и щегла. Не назвал птиц Клёст и Синица. Упражнение 4. Прочитайте информацию о птицах на странице 170-171. Расскажите об одной из птиц одноклассникам. Енді 170-ші бетті ашамыз, бір құс туралы мәліметті оқимыз, сол туралы айтып береміз. Снегирь – небольшая птица, длина тела которой составляет 15-17 сантиметров. Этих птиц назвали снегирями, потому что они начинают попадаться на глаза с первым снегом. Весной снегири опять пропадают из поля зрения людей. Основной едой снегирей являются плоды деревьев, кустарников, трав и семена.
снегирь, суық торғай, кішігірім, ұзындығы 15-17 сантиметрден тұратын құстар. Бұларды снегирь деп атау себебі бірінші қар түсе бастағанда өздері көзге түседі. Бірінші қармен осы құстар пайда болады. Көктемде олар жоқ болып кетеді. Көбінесе олар талдардың тұқымымен қоректенеді. Упражнение 5. Вспомните стихотворение Кастека Баянбаева «Ягненок». Послушайте отрывок. Ол үшін мына QR-кодты телефон арқылы қосып, тақпақты тыңдаймыз. Мен қазір сендерге қосып беремін. Тыңдап болғасын екінші жаттығудың мәтіні мен осы тақпақтың мәтінін салыстырамыз. Сравните описание осени произведений Баянбаева и Зверева. Что общего в описании, в чем различие? Мына екінші жаттығудағы әңгіме мен бесінші жаттығудағы тақпақты салыстырамыз. Несі ұқсайды, несі ұқсамайды. Сосын өз ойымызды айтамыз. Баянбаев. Ягненок. Осень, рыжая лиса, по жайлау бродит. Потемнели небеса, ветер хороводит. Журавли на юг летят, дым над юртой синий. Листья желтые кружат, на травинках иней. По моему мнению, общим является тема, и в рассказе, и в стихотворении говорится об осени. Падают листья, птицы улетают. С моей точки зрения, различие состоит в том, что в рассказе говорится о золотой осени, а в стихотворении уже про позднюю осень, потому что на траве иней, заморозки начинаются. Упражнение 6. Рассмотрите схему «Признаки осени». Составьте по ней предложение. Дополните схему. Суретке қарап сөйлем құрастырамыз. Осенью с деревьев опадают листья. Часто идут дожди. Птицы улетают в теплые края. Упражнение 7. Вставьте в текст слова действия в нужной форме. Какое действие они обозначают? Завершенное или незавершенное? Напишите в тетради. Нүктенің орнына слова подсказки деген жерде тұрған сөздерді сәйкестендіріп қойып шығамыз. Осень что сделала? Наступила. Березы что сделали? Надели золотые платья. С деревьев листья что сделали? Облетели. Птицы что сделали? Улетели на юг. Все эти глаголы обозначают завершенное действие, потому что отвечает на вопрос, что сделала, что сделали. То есть действие завершилось. И подведем итоги. Я узнала много интересного об осени. Я научился использовать слова действия.